И я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию. В каком-то смысле перевернула и мою жизнь. Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама. Бог открылся вот для меня как друг. Когда я, можно сказать, попал в армию в прямом и переносном смысле, то случилась такая ситуация. Дело в том, что в нашей части была своя свиноферма. И по моему вероубеждению, и потому что в Библии написано, мы знаем, что свинина является нечистой пищей, и мы ее не употребляем. И когда мой командир узнал всю мою ситуацию, кто я и что я, то первое его желание было отправить меня на свиноферму, чтобы я там служил. Но потом он поменял свое мнение обо мне, и он меня оставил в части. Но так или иначе, в нашей столовой всегда та пища, которая готовилась, наверное, процентов на 80 она готовилась из свинины. И очень часто я оставался голодным, потому что не мог ее есть. И вот был один такой случай, который в корне поменял всю ситуацию. Однажды, когда я пришел в столовую, взял свой поднос, и там стоял мой повар, знакомый, который до этого тоже критически ко мне относился и говорил, что через время он научит меня есть свиное мясо и нож в руке держать при этом. И когда мы с ним подружились, я ему рассказал о том, что я не ем свинину, и он понял, почему. Он мне сказал: Игорь, ты знаешь, говорит, сегодня для тебя ничего нет. Вот, говорит, абсолютно все на свинине. И каша, и мясо, и суп. Говорит, ничего нет. Я, говорит, ничего тебе не могу ничем помочь. Единственное, что я тогда мог взять, это 2 кусочка хлеба и стакан компота. И я взял эту небольшую пищу, взял этот поднос, прошел за свой стол, сел, и прошло, наверное, минут где-то 5, не больше. И тут вбегает в столовую одна наша женщина, повар, которая тоже там работала в нашей части, и говорит: а где тот мальчик, который не ест свинину? И поскольку все солдаты, которые служили со мной, они знали меня, они все повернулись на меня, посмотрели, она сразу поняла. И она, представляете, подносит мне такой поднос, и на подносе такая большая тарелка, и там большие макароны на сливочном масле и такой хороший кусок говядины. И она мне его подала. И знаете, с тех пор интересно было, что очень часто, когда я приходил в столовую, то повара на подносах не приносили еду. И когда мои сослуживцы об этом узнали, то очень часто они ко мне подсаживались, потому что повара мне давали ту еду, которую обычным солдатам обычно не дают. И Бог так вот меня благословил и кормил, как Илию когда-то, через воронов, которые приносили ему пищу. И в этой ситуации я тоже понял, что для Бога нет ничего невозможного, и иногда, когда кажется, что в твоей жизни происходят какие-то очень непонятные ситуации и уже нет выхода, Бог через время их так настолько решает, когда ты даже себе им не можешь представить. Поэтому Бог меня в этом укрепил, благословил и помог успешно окончить свою службу.